Друзья, всем привет! Сегодня в студии человек, которого вы так долго ждали там увидеть, Жандарбек Кесимов, матчмейкер Лиги Найза. Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен біз Миша және Жандарбек бүгін бізде өтетін Найза 59 картын талқылайтын боламыз. Бірге қараңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Итак, нас ждет турнир Найза 59 уже 26 апреля. Во-первых, нужно сказать, что билеты вы можете на этот турнир приобрести у нас на сайте Найза ТВ. Плюс еще какая-то информация по билетам должна сейчас материализоваться графикой у нас на экране. И сейчас мы скажем вам пару причин, почему надо обязательно сходить на этот карт, правильно? Да. Поехали с Гран-при тогда начнем. У нас замена в Гран-при должна была быть команда Тобет Топ Тим. Она не смогла, потому что выступала на чемпионате Республики Казахстан по панкратиону. И ее сменила другая команда, я так понимаю, которую ты в срочном порядке собирал. И я думаю, что люди хотят услышать, что эта команда сильная. Это не просто ребята, которые пришли отбывать свой номер, потому что им противостоит команда Арлан Костанай, в которой дерутся ребята-легионеры из дагестанского клуба «Горец». Расскажи нам про команду-замену. Команда замены, если так рассказать, тут у нас получается микс. Два разных клуба. Усть-Кемянская команда МДН, а также команда Батыр из Алматы. Как вы видите, эти ребята уже до этого дрались против Тобет Топ Тим в Астане. И они также будут выступать. Из них вот два бойца есть, которые выиграли. Они сами же будут выступать против Арлана. И я думаю, то, что эти ребята, как минимум, вот я их анкету посмотрел, у всех как минимум 2-3 кандидата мастер спорта, такие вот большие достижения. И они в любом случае дадут большую фору нашим бойцам, так как они сейчас на данный момент уже месяц проводят подготовку в городе Алматы, а эти же ребята прилетают скоро вот с других городов. И я думаю, насчет акклиматизации, насчет формы самих же бойцов, они же будут в плюсе. И плюс к этому они хорошо изучили Арлан. А в свою очередь Арлан, они не знают, кто именно против них будет драться, так как про них именно информации в интернете, ютубе мало боев. А тут же новая команда могут посмотреть полностью расклад боев Арлана. Правильно объяснил? Правильно. А сложно было вообще найти ребят, которые на коротком уведомлении готовы против серьезных ребят выступать? Если честно, нет, не сложно. Многие команды хотели подраться, если честно, но из них именно вот эту команду я решил выбрать, так как тут же бойцы, тренера, а также спонсора очень серьезные люди, которые прям в душу свою вкладывают ежедневную тренировку, и они сказали то, что Жандарбек, дайте, пожалуйста, нам шанс, и мы покажем высший класс. Пилотаж. Настоящий жек-пижек. Настоящий жек-пижек, все верно. Говорил ли ты с командой Тобет, например, если вот, надеюсь, такого не случится, но вдруг опять слетит там какая-то команда в финале, потому что уже у нас есть две отмены, да, боев. Если слетит еще одна команда, например, Тобет сказали, мы готовы будем вернуться в финале, или такого разговора не было? Такого разговора не было, к сожалению. У них получается, извиняюсь, у них получается 3 бойца получили травму, разные какие-то свои причины были. В связи с этим они снялись с турнира. И у них просто нехватка бойцов на данный момент. Если вы спрашиваете, почему ребята из Казахстана, например, Иркун Кыш тот же самый, например, Атарауская команда, или же Сахпро Тим, такие большие команды не выступают, просто у всех ребят не хватает именно нужного бойца, который молодой, который только не больше там 2 профессиональных боев провел, и на свой вес они не могут найти нужного бойца. Из-за этого не могут поставить, например, команду. Вот и все. Из-за этого, например, Тобет и снялся с команды. У них изначально 7-7-7 снялся с турнира, потом опять же 8-4 снялся, и в итоге у них только остался 61 и 66, если не ошибаюсь, Алмаз Сарсенбеков и Багашар Кораласов. Те же ребят, которые нокаутировали своих соперников в Астане. Такие вот дела. Да, хочется напомнить всем молодым бойцам, которые смотрят сейчас наш подкаст, и, может быть, тренерам, что надо рисковать, потому что на кону стоит 50 миллионов тенге, первые 3 места получат, так что, по сути, вот сейчас будет уже полуфинал последний, и как минимум ты уже получишь 5 миллионов, скорее всего. Скорее всего, в любом случае, да. Так что это очень важно, не бойтесь рисковать. Да, ребята, когда есть возможность, лучше рисковать, потому что такие возможности, я думаю, для команды не всегда дается. Это может быть только благодаря Найза в год 1 раз. Не, реально, вот для ребят, у которых типа нету еще 3 профессиональных боев, получить большие деньги, получить сразу же там 3 боя в Topology в Шердок, это очень круто. Все верно, все верно.
Давай дальше двигаться по карду. Дальше у нас стоит боец из Индии против бойца из Узбекистана. Расскажи про эту пару. Извиняюсь, тут вы, походу, не заметили, Азербайджан. Азербайджан, прошу прощения. Да. Ансарин Техшам, боец, который в том году еще у нас подрался против узбекского бойца, и в втором раунде, если не ошибаюсь, отметил его удушающим приемом сзади. Боец сейчас на данный момент, кстати, в Индии очень большую популярность набрал. Ежемесячно проходят сборы, кстати, в Махачкале. И на данный момент, думаю, боец подрос. И в дальнейшем он будет драться на 53. Кстати, может, вы не заметили, сейчас на данный момент у меня уже в ростере 53 килограмма, 10 бойцов, из них 8 чемпионов мира по МФ. Ты говоришь, кстати, он подрос, а он, получается, уменьшился. Он же в 57 сейчас берется, будет 53. Не, подрос имеется в плане, как можно правильно сказать, формы? Уровень. Как бояться уровень, да, все верно. А его соперник, если не ошибаюсь, я забыл даже его имя, Ахбалаев, дрался до этого в октагоне. К сожалению, он проиграл бойцу Аслхан Тулепов. Боец тоже мастер спорта, имеет такую корочку. И плюс к этому он еще знаменитый актер. И даже, если не ошибаюсь, Известнее тебя? Да, он подавал, кажется, заявок даже на депутаты. Вот такие вот дела были, если не ошибаюсь. Вот эти бойцы будут драться у нас, и после Гран-при, да, они откроют прелимы. Эхташаму, я думаю, в дальнейшем будет интересно подраться еще у нас с Бигжану Аблхасовым, который бросил ему вызов до этого. А с ним какие у тебя отношения? Просто раз ты говоришь, что известный из Индии боец, есть ли какой-то долгосрочный контракт? И Да, долгосрочный контракт есть. Он мне еще писал 3 года тому назад, когда у него еще рекорд был 2-1. Он писал, я ему сказал, давай, соберись опыта, потом придешь. И получилось так, то, что он с рекордом 4-1 дебютировал на ИЗА, и после этого просто... Вот он из города Дели, и он и в медийном плане, и его прям в целом как боец он вырос, и его прям везде, хоть на, как называется, на национальные телевизионные каналы зовут. Извиняюсь, если честно. Не, главное, за то, что его зовут? За то, что его зовут, извиняешься? Он там что-то не то говорит? Не, извиняюсь за то, что я, может быть, неправильно свои мысли передаю. Все хорошо. Потому что трудно на русском говорить иногда. Давай к следующему бою перейдем. Бой для меня, знаешь, такой, прям интригующий, очень конкурентный. Это Гасанов против Саралапова. Бои обоих ребят я видел, по-моему, даже комментировал. Саралапов такое вообще открытие. Парень с минимальным рекордом побеждает там непобежденных ребят там, с рекордом 8-0. И Гасанов тоже такой астанинский гангстер, парень с характером. И чуть жалко, что немножко ребята пока там не разогрели интерес к своему бою, хотя, мне кажется, у них бы там получился интересный какой-то трэш-ток, качественный. Но при этом и уровень тоже этих бойцов высокий, хотя рекорды у них там не самые большие, 4-1 и 2-0. Но, мне кажется, должно что-то интересное получиться. Главное, чтобы все вес сделали, правильно? Конечно. Я думаю, проблем, надеюсь, в этот раз не будет с весом. Оба бойцы должны сделать вес. Гасанова и Сарлапов, про них вы же хорошо знаете, то, что когда дрались, с кем они дрались. Ну, мне кажется, что стоит тебе все-таки для зрителей наших рассказать, потому что я-то знаю. А вот хорошо. Так, Ижан Гасанов, получается, из команды Тюбет. Уже практически у нас 4 боя провел. Проиграл только единственный бой против Саида Агаева. Тот же как раз в рамках Гран-при. Да, если не ошибаюсь, это и финал Гран-при в том же году, 2023. Саид Агаев проиграл, к сожалению, тогда. И после этого боя он выступал в любительских соревнованиях, и после этого еще выиграл бой в Ташкенте. И теперь вот недавно вы видели то, что он стал чемпионом, если не ошибаюсь, на 77 килограммов по Панкратиону, по мужикам чемпионата Казахстана. И против него Тамерлан Сарлапов. Он должен был в Бишкеке у нас на ИЗА 53, если не ошибаюсь. Должен был подраться, к сожалению, тогда вес не сделал. Но после этого многократно постарался подраться в разных турнирах России. Тот же самый Open FC, RCC. Но у него также не получилось, потому что у него, конечно, соперники снялись. Ему очень плохо, не везет. А почему вообще в легком весе, может быть, стоило с ними договориться на 77? Я тоже хотел. Ну, говорят то, что Сарлапов маленький на 77. Но ни разу, по-моему, не сделал вес. До этого, говорят, якобы сделали. Ну, да, договорился в Найза именно против даже вот Рамина Султанова.
тот же бой, он договорился с Рамилем Султановым на Надо было промежуточный вес. тоже им типа 73 там сделать. Я думаю, в ближайшие дни, когда вот бойцы пролетят, я посмотрю их весовые категории и найдем в любом случае общий интерес, общий коннект, и мы обязательно это сделаем бой. И я думаю, то, что обеим же бойцам этот бой интересен для того, чтобы показать, кто они на самом деле. Потому что эти ребята из Казахстана, но оба же, как можно правильно сказать? Легионер. Легионеры, да, правильно сказать? Наверное. Слушай, а в какой-то прогнозик тоже, я думаю, что будет интересно от тебя услышать. И вот ты сейчас... Что сказать, кто выиграет? Ну, расклад, может быть, знаешь? раунде? Может, какой-то расклад видишь? Там, не знаю, вот там 60-40 в пользу там того. О, я вот думаю, то, что насчет своей борьбы и ударной техники, и по... как называется? Антропометрии. В любом случае, Сарлапов на 60% впереди. 60-40, я думаю, в любом случае. На самом деле, интересный бой. Мне вот сложно тоже очень прям сказать насчет этой как пары. ты сам думаешь? Не знаю, вот мне кажется, именно по габаритам Гасанов вроде и побольше, но он такой какой-то пухленький, да, немножко? Вот, но это ему не мешало особо. Но еще плюс к этому, видите ли, Гасанов помоложе, и я думаю, он прям физически не окреп на данный момент, а Сарлапов постарше. И насчет этого и Сарлапов чуть будет возможность. Ну вот мне тоже очень понравились выступления Сарлапова, когда в него никто не верил, и он при этом как бы хладнокровно показал там очень высокий класс. Не знаю, сложный для меня бой. Я думаю, третий раунд сабмишном закончится с собой. Не знаю, кто из них, но мне так кажется. Давайте. Если потом так закончится, скажу, что ты покупаешь бои. Да нет, это же мое мнение. Давайте посмотрим, мне было бы интересно, так сказать. Дальше идет у нас Шин против Булачева, Хабиба. Хабиба тоже все знают по такой фееричной, да, победе над Тимуром Серикулы, Акулой. Про Шина я, честно, ничего не знаю. Я думаю, что ты сейчас мне расскажешь. Давай. Давайте, let's go. До этого вы же знали то, что Булачев должен был драться против Ли. Ли тот же самый боец, который дал бой Нурбеку Кабдрахману, но, к сожалению, во время тренировок получил сечку, и ему просто врачи... Запретили, да, выступить в бою. И, к сожалению, вместо него тот же самого менеджера поставили на замену Шин. Интересно в том, что Шин и Булачев, они... как можно сказать, обеим 23 года, они обеи же ровесники. Шина рекорд 6-2. На данный момент, если не ошибаюсь, последние 4 боя выиграл, если не ошибаюсь. Боец очень хороший. Именно и в борьбе, и в стойке. Он сам по базе дзюдоист, но именно в борьбе, я посмотрел его бои, он не дает, как можно сказать... не дает возможности, да, побороть перевести его... себя. Да, все верно. Корейским соперником, но тут получается... Да, вот я хотел про тебя сказать против него будет дагестанец. Вот насколько борьба Шина близка к борьбе Жангбао? Жангбао. Я думаю, на 100% даже... У Жангбао есть... У хорошего борца Жангбао, да, из Кореи. Он выиграет меня по-любому. Есть опыт выступления с дагестанцами, и понятное дело, что дагестанская школа борьбы и корейская школа борьбы, это типа, ну, прям небо и земля. Ну, у Шина, что хорошо, кстати, рост, как можно правильно сказать, выше, чем у Булачева, и физически он более сильный, чем Булачев. Вот я Давай это так, заметил. не будем про проценты говорить, но просто вот в твоей голове это имеет... вот так. Давай так, не будем проценты говорить, насколько Хабиб выиграет, да, такой, и все. Ну да. Шучу. Все-таки будет конкурентный бой в твоей голове? Да. Будет. Хорошо. Друзья, запомнили на этом моменте. Пишите комментарии, мы все помним. Жандарбек. И вы никогда в жизни не увидите меня в подкастах. Это последнее выступление. Теперь к мейн-карду приступаем. У нас осталось еще 5 боев. Открывает мейн-кард Усербай и Боготов. Боготов. Или Богатов. Богатов. Есть фамилия Богатов тоже. Ну, вот экс-боец UFC, например, Роман Богатов. Но мне кажется, что тут Богот... Ну, тут написано Боготов, не знаю, как... Ну, ладно. У парня дебют вообще, я так понимаю, что он на замену вышел уже тоже, да? Нет, изначально они хотели друг друга выступить. Боготов до этого выступал в любительских соревнованиях. Но ему еще КМС по вольной борьбе. Я его бои видел, которые он раньше выступал. И он хотел сам же, отправил заявку, хотел против Давлета у себя подраться. Оба ребята, я думаю, среднего уровня. И решил этот бой сделать между собой.
Дулет – это актер, который Да, снимается актер в и кино. бывший боец, да. Вы видели то, что Дулет до этого выступал в Китае? Да. В Панкратионе он чемпионом мира, оказывается, был, по-моему, молодежки, если не ошибаюсь. И многие ребята думают, что почему Узербай тут делает Найза, оказывается так, то, что он больше боец, чем больше актер. А он, сложно было вообще ему бой сделать, потому что он же там, наверное, говорит, у меня сейчас съемки, там... Да нет, он приоритете ставит сейчас Бои, тренировки и бои, да. Потому что ему больше сейчас интересно. Он говорит то, что когда начал сниматься в фильмах, и у него всегда перед сном были мысли, типа, почему я не добил именно в спорте. И сейчас пришло ему время доказать это себе и сделать такую свою мини-карьеру, думаю. Ну, мне кажется, знаешь, на будущее хорошо бы его с кем-то тоже медийным свести, потому что следующий бой, который мы с тобой будем обсуждать, это такой бой из медиа ММА. Да. Кто-то назовет поп ММА, вот, но мы такое слово. Да, я думаю, то, что Узербай только набирает обороты, кажется. После этого, я думаю, можно сделать из медиа ММА, просто поп ММА, может, хотя без России там свести с Узербаем, Да, сделать вот такие большие. кто-то интересный, да, нужен, мне кажется, потому что при всем уважении к Боготову, я первый раз вот о нем слышу, плюс еще дебют у парня. Грустно будет, наверное, для карьеры Узербая, если Он Узербай кавказец. проиграет. Кавказец? Да. А, Боготов. Наверное... Он это из ингуш, Нальчика. наверное. Из Нальчика. Да, окей, ингуш. Окей, в любом случае, я о нем впервые слышу. Теперь будет трудно, да, такой-то. Да, теперь будет трудно. Он же по-любому борец, еще прикинь, за КМС. Не, ну КМС по борьбе, при всей моей любви к борьбе, не так сложно получить, как мастера спорта. Серьезно. Ну, кандидата в мастера спорта получить не супер сложно. Я думаю, по-любому сложно, нет, КМС. Нет, нужно заниматься и по-любому хорошо бороться, но мастер спорта и КМС это прям тоже очень большая разница. Мне кажется, вот так. Типа, вот это 0, до суда КМС и до суда мастер. Типа, чуть маленький. Нет. Я вот так типа это получил. 0, вот здесь вот 0, вот здесь КМС, и вот здесь, мне кажется, мастер спорта. Я просто тут... У меня отец работал именно в Министерстве спорта, и он мне просто... Тебе просто так выдавал корочки? Да. И сказал, что, Жандарбек, в будущем, когда ты станешь матчмейкером Лиги Найза, это все тебе пригодится. А сколько у тебя корочек КМС? У меня на данный момент 10 примерно, кажется. Серьезно? Не? А у тебя же почему? Да, у меня же все по бадминтон. Нет, а по боям. Да, я просто угораю. Не, Ладно. у тебя же что-то по тайскому боксу. Не, есть же, да, у меня по тайскому боксу есть кикбоксинг, есть ушусан, да. Бадминтон. 3. Бадминтон. Ну, неплохо. Ну, просто ты же КМС получал, но не мастер. А что, Нет, мастер? я же мастер получил. А, у тебя мастер. Ушусан, да. Я Ничего себе. получил. Каз сам выполнил по мужикам. А я тебя постоянно пинаю везде и думаю... Ну, что блин, а мне вдруг в какой-то делать-то? Ты момент же ответишь. старший. Да, Ладно, опасно. ладно, let's go. Давай теперь как раз к медийному бою. Марсель против мотиватора. Такой бой, который... Я тоже чуть принял участие в его раскрутке. Сделал перекрестное Серьезно. интервью сделал с ребятами. Не смотрел? Я смотрел, ну что ты там делал? Не знаю, модерировать пытался. Ну да, не очень получилось. Если тоже не смотрели, то обязательно сходите на YouTube-канал Найза ТВ. Я там в основном смеялся, потому что они друг друга пытались зацепить. Вот, мне оставалось только улыбаться. Давай Тебя, по поводу- главное, не зацепили? Меня? Да, это невозможно. Давай по поводу этого боя пару слов тоже расскажем. Как вообще пришла идея такой бой сделать? Мотиватор – это боец, который уже в таком позднем возрасте, ему сейчас 39 лет, если не ошибаюсь, решил сделать свою карьеру ММА, газует, да, такое вот слово есть, газует на всех бойцов, на Ашимова, там, ну, вот как раз на Марселя. Ашимова, на Марселя, еще кто на шах был еще. Да, на шах, то есть прям парень хочет драться, ему это все интересно. Как ты этот бой организовал? Самый обычный день. Я смотрел в окно и думал, чем бы я буду заниматься сегодня вечером. И я смотрю, звонит мой телефон, а там написано «Марсель Нурланбекулы». Я такой беру, а он мне говорит: «Жандарбек, здравствуй, как дела?» Я говорю: «Все ли хорошо?» Да, смотри, у меня есть боец, вот этот Барс Тимурлан Пирматов. Он хочет выступить на Найза. Ты можешь посмотреть для него бои? А я такой подумал и решил сделать его бой против Тажиева. Но, к сожалению, не получилось. Это вы все еще говорите? Да. И в итоге говорю: «Марсель, ты сам не хочешь подраться?» Он говорит:
ну да, я хочу подраться. Я такой, ладно, сейчас я тебе перезвоню. Беру трубку другую, звоню Ануарбеку. Ануарбек говорит, ты не хочешь подраться? Он говорит, да. А я потом еще смотрел, то, что он вызовку бросал Марселю, они между собой переписывались. Нашел общий коннект, связал это, и получился этот бой за один день. Вот и все. Договорился гонорарами, договорился, на какой вес они будут драться. И дальше сами бойцы все это сделали. Ну, стоит дорого бой, правильно? Ну, дорого, недорого, я думаю, не прям. Что по поводу Барса и Тажиева, на самом деле тоже интересная пара могла бы получиться, если мы говорим именно про какую-то медийность парней. Оба сейчас там выступают и там около ММА каких-то промоушенах, и в принципе с ними там какие-то тоже там скандалы связаны, какие-то за сценой драки, и просто, кстати, вот Барс, он дрался против Аниля Рафикова на нашем деле. Да. Этот бой почему не удалось организовать, и будет ли он, не знаю, там на следующем каком-нибудь турнире? Я вот думаю, да, на данный момент просто видели, в то время, когда я общался, это последние дни Рамадана были, и многие бойцы, конечно, чуть-чуть не были готовы. Вот и все. И я думаю, можно будет сделать это бой летом. Июнь, без проблем. Но это... Ну, как ты сам думаешь? Это Мне кажется, это интересный бой, да. Ну, с точки зрения, я не знаю, там, с точки зрения спортивной конкуренции, с точки зрения медиа, это интересно. Да, у Казахской Кыргызской республики вот аудитория будет интересна. Думаю, я посмотрел, у Пермата официальный рекорд, оказывается, всего лишь 1-0, а в то же время у Санжара 3-2, если не ошибаюсь. Ну, просто Барс, он выступает по кулачке, он даже выступает по этим, по шапалах-шоу. Он больше ударный, да, кажется, да? Да-да-да, он там шапалах-шоу, бокс, кулачку, вот он все вообще... Он вообще завершился, по-моему, после того, как стал чемпионом как раз в шапалах-шоу. Серьезно? А я думал, после того, как он 3 раза уронил Шавхала. Ну, вот он стал сначала в шапалах-шоу, его там заметили, потом дали ему бой против Шавхала. Серьезно? А я даже не знал. Ладно, окей, let's go. Век живи, век учись. Спасибо большое. Следующий бой. Кудайбергенов против Данилова. Данилов непобежденный боец с рекордом 6-0 из России. Кудайбергенов боец там с не самым лучшим рекордом. Поэтому интересно, как ты пришел к такому решению, чтобы свести этих парней. Окей. Про это тоже рассказать? Let's go. Thank you very much. Так, Рустем Кудайбергенов, бывший чемпион Алаш Прайда, тоже написал Нурбеку Карабала после своего последнего боя, то, что хочет выступить на ИЗА. И мы просто договорились насчет этого боя. Я решил дать Рустему такого же ударника, как и он. И получился так, то, что молодой голодный проспект из России, который был чемпионом любителей GFC, если не ошибаюсь, а также провел много боев в OpenFC, решил подраться с Рустемом Кудайбергеновым и начал трешток. Прям Рустем этот бой принял. И получается так, то, что оба ударника будут показывать бой. Смотри, бой третий по главности в карде стоит. Но при этом, если контракты тоже долгосрочные у ребят, то они сейчас, не знаю, вот кто-то... Данилов, после этого боя мы посмотрим. Если выиграет, и хороший бой... Он захочет уйти. Нет, он, наоборот, хочет в дальнейшем на задраться. И я думаю, для него и хорошие возможности есть, потому что на 70 килограмм сейчас остались одни молодые. Одни молодые. Только трое вот опытные, только Фаниль, Нариман и Ханбек. Остальные все молодые ребята. Я думаю... Данилу будет хорошая возможность показать себя в Найзе. Да, смена поколений такая. Да. Но, судя по тому, что ты сейчас говоришь, ты отдаешь предпочтение в бою именно Данилову, правильно? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Ну, Кудайбергену можно много чего ожидать. Вы видели его нокаут Абу Даби Уоррис, когда он просто поймал ногу и ударил своего соперника, тоже хорошего, непобежденного узбекского бойца. Это было сногсшибательный нокаут. Так что... Хорошо сказал, сногсшибательно, он же его с ног сшиб. Вот. Золотые слова. Следующий бой... Золотые века. Века, хорошо. Золотые карты. Золотая борода. Что-нибудь еще? Ладно, я просто решил про матчмейкера ты не сказал. Да я же не золотой. А из чего сделан? Платина. Неплохо. Давай про Алиаскара и Юсефи. Для меня вот этот бой... Он самый предсказуемый, честно. Ну, если меня спрашивать... Ты думаешь, что Алиаскар? Да, мне кажется, Алиаскар без проблем должен... А хочешь, я тебя удивлю? Давай. Ну, тогда подожди один день, я тебя удивлю. Мы потом во время турнира все увидите, ребят. Вот и все. То есть ты считаешь, что Юсефи хороший боец? Я ничего не считаю. Я считаю то, что оба бойца имеют одинаковый уровень. Вот и все. Одинаковый уровень. Алиаскар давно не дрался практически 2 года. И в последнем бою...
Очень. С Достаном, да, Да. последний бой же был? Да, очень, как можно правильно сказать? Трудно проиграл. Тяжело. Тяжело проиграл, да. И после этого, я думаю, ему восстановиться морально очень будет трудно. А ты видел, вот когда Аляскар дебютировал, Найза, последний его бой был, до Найза еще был, он прям сильно, как называется, получил нокаут. Мгм. И после этого у него долгое время был перерыв, но выступил, выиграл Найза. И сейчас получается то же самое. И вот мне интересно, в каком форме будет выступать Аляскар после своего последнего боя. Уже 2 года прошло. Мгм. А почему он столько времени бои не брал? Ну, не знаю, у него, наверное, свои дела были. Ну, ты семейные предлагал, да, вопросы. всё это Да, время? конечно, мы общались. Мы знаем друг друга в одном городе. Каждый раз увидимся в любом случае. Что-то еще нужно сказать, какой-то факт, не знаю, про этот бой, чтобы было ребятам интереснее его смотреть? Ну, вы просто ожидайте. Во время турнира много чего интересного. Но это будет, увидите. это рубка будет, да, или что? Ничего не могу сказать пока. Что-то- Для того, что-то чтобы просто знаю. прикольно был сюрприз, я ничего не скажу насчет этого. Хорошо. Хорошо. Ставлю на нокаут в первом раунде от Аляскара. Сколько ставишь? Сколько есть? Сколько у тебя есть? 10 тысяч? Давай. И собаку. Нет, собаку никогда не поставлю. Хорошо. Что, ты хочешь принять пари? М? Хочешь принять пари? Ну, нет, я не буду. Правильно делаешь. Ты знаешь, что бывает с теми, кто принимает со мной пари, они всегда проигрывают. Хорошо. Давай теперь к Аканову и Каракеляну. Это главный бой вечера. Аканов – это человек, который принес победу команде Тобет Топ Тим на командном гран-при. Аракелян – это боец из команды Шторм. Тоже команду Шторм, я думаю, знают все наши зрители. Что вот мне интересно в этом бою, что Аканов вчера или позавчера дрался еще на Панкратионе. Сейчас выходит... Ну, Он тогда чемпион был или не был? Он стал да, чемпионом, да? нет, второе место он занял, но они не дрались в финале, как я понял. Они, Кому дал? своему одноклубнику, я уже не помню. Ладно, хорошо. Сейчас. А у кого-то есть этот... Кому? Информация? Да, информация. Надо посмотреть сейчас. Да. Кому он? Достану. Он проиграл, Достану точнее. отдал? Да, ну не проиграл, в смысле они договорились с Достаном, точно. А как ты думаешь, если они отдали и получится так, то что у нас будет Акан главным претендентом? Мне кажется, не будут драться они. Серьезно? Ну, мне надо тогда найти другого претендента, заменить его. Ну, вообще, надо подождать, чтобы этот бой мог состояться, но была же похожая история с Алиби и с Диасом и Эрнгейповым. Они тоже между собой драться не хотят. Хотя сейчас... Ну, нельзя же так делать. Нельзя, всегда. я Вот с тобой я хочу, согласен чтобы полностью. бой был, да. Я думаю, то, что вот тут есть... Вот, извиняюсь, конечно, я буду далеко отходить от этой темы. Если Аканов получится так, то что выиграет Аракеляна, я думаю, прекрасный бой был сделать между Абу-Нурбулатом и Акановым. Как ты думаешь насчет этого? Да. Да? Особенно сейчас Абу же тоже очень классно выступил на Панкратионе. У него там все нокауты вроде. Да. И выиграл Сабита Жусупова. Да, причем никто, мне кажется, не ожидал, а он его нокаутировал. Да, чемпиона Fight Nights и одноклубника Акану. Я думаю, тут был вот хорошая история была между Дартимом, потому что Акану до этого выиграл Тимур Сиркула. И вот тут у нас получится Абу Нурбулат. И этот будет сделать, и я думаю, тут можно уже как-нибудь претендента найти. По-любому, тем более еще на 61 килограмма. Вот же тот же самый Ван Дам есть еще. Еще против него поставить. Вот это уже 4 получается. Потом, да. Ну, единственное, что в четверке в этой, если Абу не будет с Ван Дам драться. Да, потому что они там же- еще 3, вот, если честно сказать. Ержан Алискар, тоже не Абу будет с ним Нурбулат, Ван Дам. 3 ребята, вот они уже из Дартима. Дартима. А вот тут, получается, Аканов Кучен, еще есть чемпион Амангель Дасан. Помимо них, по-любому, ребят, тоже можно... Но знаешь, ты так говоришь, а на самом деле, мне кажется, что у Аракеляна неплохие, в принципе, шансы, потому что ударник, он высокого уровня. Я вот, да, за это и извинился, что отошел от этой темы. Да, конечно, Аракелян, я даю ему уважение. Боец очень сильный. Последние 4 боя выиграл против хороших же бойцов. Я думаю, а против Аканова у них будет, наверное, 50 на 50 уровень. Ну, ты тоже, знаешь, так вот любят говорить это клише, что типа борец против ударника, такое классическое противостояние в ММА, хотя в ММА уже сложно найти там какого-то однобокого борца и однобокого ударника, но здесь вот школа Шторма, она славится своими ударниками, а Аканов, мне кажется, все свои там бои показывал, что у него с борьбой все в порядке, и он при первой возможности переводит, контролирует, вот, и в этом плане интересно, кто кому навяжет свою игру. Все можно увидеть это. Не знаю, что сказать.
Я думал, ты скажешь сейчас, все заканчиваем. Мы все обсудили. Боже мой. Давай дальше говори, я воду выпью. Давай, попей водички немножко. Это, кстати, Найза Water. Я вижу, она тебе придает спокойствие и сил. Если вы тоже хотите быть таким же спокойным и сильным, как Жандарбек, иметь мастера спорта, то пейте воду Найза Тим. Найза. Почему Найза Тим? И сейчас не знаю, почему во время всегда я хочу спать. Спать хочешь? Да. Наверное, потому что ты ночью играешь в PUBG. Нет, я сегодня спал очень долго. Я в 11 часов уснул и 7 часов утра проснулся. Но знаешь что? Когда будет турнир Найза 59, спать будет нельзя. Ну, я неделю не буду спать. Правильно. Все. Потому что хватит. Это турнир, который не стоит пропускать. Конечно. Давай, наверное, напоследок еще поговорим о такой интересной теме. Как попасть в Лигу Найза? Мы с тобой ее часто обсуждаем на каких-то подкастах, на которые ты редко появляешься, но тема интересная. И я думаю, много ребят, они даже мне пишут: здравствуйте, хочу бой какой-то получить в Найза. Я говорю, пишите Жандарбеку Ксиму. Они говорят, он не отвечает. Но все-таки, как попасть сейчас молодому какому-то проспекту в Лигу Найза? Смотрите мои статусы в Инстаграме и WhatsApp. Я там делюсь, если я ищу бойцов. Вот и все. Но ты отвечаешь вообще людям? Отвечаю, конечно. Мне же самому нужны бойцы. Вот и все. А есть какой-то сейчас вот у тебя запрос? Кого ты ищешь? Вообще, Кого? Вот, просто смотри, тебе же много заявок поступает. Сразу тут можешь матчмейкинг сделать. Давай. На май давайте. На май 61, 66 и 70 килограмм пишите. Вот ну, а вот что ты ждешь от вот этого вот претендента, который тебе напишет? Что он должен быть? Там, не знаю, много подписчиков. По каким параметрам ты будешь выбирать? Или у него должно быть там сколько-то боев? Можно лучше. Что у него есть, пусть он покажет. Я же не могу сказать, чтобы у него... Ну, окей, ладно, давай я вот так скажу. Как минимум 5 боев. 5 боев именно, чтобы победами были. Вот и все. И чтобы не был, как назвать, нейтральный, нет, не нейтральный, а негативного рекорда не было. Чтобы у него как минимум хотя бы... Отрицательный рекорд. Да, отрицательного рекорда не было. Как минимум хотя бы 2-3 боя, стрик побед был. У него сейчас на данный момент в карьере как можно лучше. Если у него есть медийка, это вообще прекрасно. Если он умеет говорить, это вообще прекрасно. Вот и все, ребят. Хотя бы вот у кого есть отрицательный рекорд, пожалуйста, выиграйте бои, потом пишите. У кого последний бой проигрыш, то же самое. Выиграйте бои, потом пишите. Вот я просто стараюсь дать всем бои. Но есть ребята, которые пишут с рекордом, не знаю, там 0,6, наверное. Это я. И потом просят у меня бои и обижаются на меня. Потом, пожалуйста, имейте культуру. Пишите культурно. Мне не нравится, когда бойцы пишут: дай бой. Я просто их автоматически игнорирую. Вот и все. Еще важная тема, которую я хотел обсудить с тобой. 26 числа, кроме того, что выходит... Нет, кроме того, что у нас состоится турнир, выходит твой дебютный фильм, в котором ты снялся. Ты решил об этом тут и рассказать, что ли? А мне кажется, это интересная тема. Серьезно? Давай пару слов. Ты снялся в кино? Да, дорогие друзья, я снимался или снялся в сериале «Ассал» от Salem Social Media. И 26 апреля у нас будет открытая премьера, да, получается? Премьера? Сразу 2 сериала вы можете увидеть. 2 серии? Да, 2 серии увидеть на канале Карапаем канал, если не ошибаюсь, да, Карапаем канал. Типа на русском это простой канал называется, а на казахском Карапаем канал. Вы можете там увидеть меня. Вот. Это, кстати, спортивная драма про спорт, про ребят, которые с аула приехали и решили просто заработать деньги на какую-то нужду и без связи просто подняться наверх. Ты играешь хитрого матчмейкера, который с них берет деньги, правильно? Нет. Я не себя играю в сериале. Да, такой. Я играю бойцам городского типа, которые просто любят драться и получать удовольствие от жизни. Я видел несколько кадров из сериала и знаю, насколько Жандарбек в роль вжился. Пришлось ему пойти даже на некоторые жертвы со своей прической, так что я всем советую посмотреть этот сериал. Я вот с удовольствием посмотрю. Спасибо большое, Миша. Друзья, вы подписывайтесь на социальные сети Лиги Найза. Это и наш YouTube-канал Найза ТВ, и наш ТикТок, и наш Инстаграм. Самое главное, заходите на сайт Найзы. Не забывайте о том, что там можно приобрести билеты на турнир Найза 59. Я надеюсь, что мы интересно рассказали вам про него. Бои должны получиться еще интереснее. Так что заходите, берите билеты. Там же вы можете посмотреть трансляцию этого турнира, если вы живете в другом городе, например, и не можете приехать в Алматы.
И кроме этого, на сайте можно выбирать лучшего бойца месяца. Месяц? А потом, наверное, года будет тоже. Вот. А вы там есть? Кто? Вы? Я? Да. Нет, я сейчас не дерусь. Ладно. Вот. Бой с тенью только делаю. Так что, друзья, заходите на все наши социальные сети, везде подписывайтесь, все смотрите, все интересно. Ставьте лайк этому выпуску. И до новых встреч. Попрощайся, Жанда. А ты хочешь потом в камеру самолетик запустить? Да. Ты говори еще дальше. Да, и Жандарбек сейчас показывает еще несколько сторон своего прекрасного нутра. Он еще и, что он мастер оригами. И сейчас он скажет прощальные слова, и мы закончим на этом. Дорогие друзья, спасибо вам всем за то, что вы посмотрели наш подкаст. И спасибо Мише, потому что он всегда поддерживает всех нас, он всех любит, он всех бойцов любит. Ты за кадром другое говоришь. Все, хватит, пожалуйста. И пусть ваша жизнь будет как этот самолет, только лететь вверх и вверх, и никогда в жизни не падать. Как говорили мудрые люди, carpe diem, лови момент.